опыт участия в таких конференциях, как ваша, он бесценен, потому что здесь ты понимаешь, чем люди дышат, что их действительно волнует, что они хотят сделать, как хотят изменить в своей жизни, понимая, какая есть повестка в мире и в стране. И когда ты слышишь вот это многоголосие и вытаскиваешь оттуда то, что реально нужно для республики, тогда есть возможность дать адекватные рекомендации и руководству госкорпорации ВЭБ-РФ, и Министерству экономического развития, то же самое России, с которой мы работаем. И поэтому, в общем, это была, наверное, цель моего пребывания здесь. Очень здорово, очень приветливые люди, очень хорошие, интересные выступления, потому что когда ты приезжаешь из Москвы, и тебе все время кажется, что это какая-то очень сложная тема, климатическое регулирование, и тебе очень долго нужно будет рассказывать, для чего это нужно людям. И вот сегодня я услышала и от представителей министерств, и от представителей банков о том, что все понимают необходимость, важность, все готовы участвовать в реализации климатических проектов, все понимают, что это действительно необходимо населению, и это облегчает, во-первых, работу выступающего, а во-вторых, ты понимаешь, для чего ты работаешь, для чего мы ездим, рассказываем и привлекаем внимание к этому вопросу, и почему компании действительно реализуют климатические проекты. Провели сессию по климатическому регулированию. Тема весьма актуальна для нашей республики. Мы последние годы все наблюдаем, как изменение климата влияет на нашу текущую жизнь. Мы наблюдаем, как из года в год пожары растут в нашей республике. Безусловно, все это связано с изменением климата. В республике, на самом деле, эта работа проводится. В 2018 году был принят закон нашей республики об охране вечной мерзлоты. В 2022 году утвержден план мероприятий адаптации к изменениям климата в нашей республике. И буквально в этом году принят указ главы республики об экологическом благополучии. Мы сегодня послушали опыт наших коллег с Сахалина. Сегодня поступило предложение от МГТУ имени Баумана о дальнейшем сотрудничестве. Безусловно, рады будем принять их предложения и дальше совместно проработать климатические вопросы в нашей республике совместно с МГТУ имени Баумана.